Здравствуйте. В эфире программа «Интервью». Я представляю гостя в студии Екатерина Самсонова, заместитель председателя Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Екатерина Викторовна, здравствуйте. Добрый день. Ну вот, начало года, 2025 года, наверняка уже составили планы на 2025 год, уже состоялось первое заседание. Расскажите, какие планы на этот период? Смотрите, да, в январе на самом деле у нас состоялось большое собрание актива, фракции, Совета регионального отделения, где основной темой было предстоящее 80-летие Победы. В партии объявлен старт проекта под знаменем Победы. Это федеральный проект. В рамках данного проекта по всем регионам все желающие, все активисты из каждого уголка нашей большой страны собирают те неизвестные факты, какие-то истории, которые стоит знать нашим детям, нашим нынешним поколениям, узнать о них, услышать про то, что происходило во время Великой Отечественной войны, про наших бабушек, дедушек, про какие-то интересные факты, про их героические подвиги. И за вот эти месяцы уже, получается, месяц прошел с этого собрания, нам принесли целый ряд историй, каждая из которых заслуживает огромного внимания. И на самом деле, когда соприкасаешься просто вот до дрожи, понимаешь, насколько была высокая самоотдача. Я бы хотела на самом деле об одной из этих историй рассказать. Ныне заслуженный спасатель Российской Федерации Волочков Илья Пантелеевич, ему к 1941 году исполнилось всего 8 лет. И 8-летним мальчиком он тогда уже начинал спасать жизни людей. Он партизанил, носил пленным еду, воду. На пути, где следовал конвой, где вели военнопленных, они подкидывали с мальчишками еду, оставляли просто по пути. И таким образом спасали множество жизней. Помогал военным действиям он на протяжении всей войны и всю свою последующую жизнь осознанную уже отдал спасению других жизней, прослужил спасателем и получил огромное количество наград. И очень приятно, что сейчас приносят истории, приносят факты, достают фотографии из архивов, откуда-то достают. Мы планируем к Дню Победы, во-первых, на протяжении 80 дней до Дня Победы на федеральном сайте каждый день будет публиковаться одна из историй, которые были озвучены по всей стране и принесены в партию. Во-вторых, выйдет сборник, и в апреле месяце мы надеемся, что он уже выйдет, будет выпущен, и мы сможем точно так же им поделиться и разместить его с нашими приверженцами. И если у вас есть какие-то истории, приносите, пожалуйста. Приносите, присылайте на сайт, присылайте на электронную почту. Мы с удовольствием с вами свяжемся и с вами вместе, совместно эту историю придадим огласке, опубликуем на наших социальных сетях, отправим в федеральные сети. Возможно, она тоже сможет попасть в те или иные исторические какие-то очерки. Это очень важно. Здесь хочется сказать, что мы говорим не только о участниках Великой Отечественной войны. На сегодняшний день, конечно же, безусловно, и участники СВО заслуживают не меньшего внимания, потому что здесь, сейчас, сегодня это очень актуально. Мы в январе месяце также дали старт конкурсу местных отделений «Авангард справедливости». И буквально на прошлой неделе анализировали активность местных отделений и смотрели, чем у нас занимаются местные отделения и в чем они сейчас особенно активны. И вы знаете, к моему удивлению, просмотрев активность всех местных отделений по республике, мы увидели, что 90% времени и активности сейчас посвящены СВО. Люди плетут сети, делают свечи,
шьют какие-то необходимые атрибуты, прям создают целые цеха и отправляют на СВО, собирают комкомвои и отправляют их. Кто-то оказывает посильную, кто имеет специальные познания, юридическую помощь, психологическую помощь, как участникам СВО, так и семьям. Кто-то какую-то моральную поддержку оказывает, устраивают концерты, мероприятия, особенно в районы. Поддерживают. К Новому году было очень много акций. Поздравляли с Новым годом детишек, особенно погибших участников. То есть люди прям сплочаются вокруг общей беды, назовем ее так, потому что когда происходят подобные ситуации, нельзя назвать это по-другому. Вот. И основное внимание сейчас, как показывает жизнь, сосредоточена все-таки вокруг происходящих событий на внешнемировой арене. И она затрагивает каждого человека, который живет на нашей территории. Несмотря на то, что прошел вроде бы месяц, ну максимум полтора, очень насыщенная жизнь и у самого отделения, да, партии «Справедливая Россия», «Патриоты за правду». И очень много таких событий у вас произошло. Ну, в частности, уже идет такая вот кропотливая работа. Кажется, про Великую Отечественную войну уже все известно. Однако есть такие факты, о которых еще не рассказали. Есть те страницы, на самом деле их так много, и вот сейчас понимаю, то есть вспомните все слова наших бабушек и дедушек. Когда мы их что-то спрашивали, там о их детстве, о их молодости, они нам отвечали как? Очень же немногословно и говорили, лишь бы не было войны, да? Мирного неба. Мы тогда на самом деле, наверное, большинство из нас не придавали значения этим словам и не понимали, почему они так вот... говоря эти слова и говорят их в сердцах. А вот сейчас, когда коснулось, многие люди стали очень четко понимать, почему это так важно, когда мирное небо над головой. Вы знаете, если в продолжение этой истории про 80-летие Победы, хочется сказать, что в том году нам удалось заснять прям целый небольшой короткометражный фильм с вдовой героя Великой Отечественной войны, который после войны, то есть о нем были и большие публикации в СМИ в то время, и присвоен ему был Герой Великой Отечественной войны. А в мирное время он был директором Парка Победы. И тоже было безумно интересно, потому что послушать ее воспоминания. Она тогда была юной девочкой, которая была санитаркой и помогала тоже, как могла, тем событиям и происходящим, всему происходящему. Очень интересно, потому что как радовались победе, когда закончилась война. Это очень важно сейчас видеть, слышать и показывать. Мы здесь можем с вами, знаете, плавно перейти к теме образования и к прошлому нашему интервью. И мы тогда с вами говорили про то, что сейчас самое важное? Патриотизм, да? И если мы его не будем воспитывать в наших детях, то куда мы придем? Ну, вот, соответственно, можно сказать смело, что мы за эти 2 месяца с прошлого интервью перешли от слов к делу и начали... Вернее, мы продолжили, потому что все акции, о которых мы сейчас говорим, они давно нами уже были начаты. Мы продолжили нести в массы вот этот патриотизм, который не на словах, а на деле на протяжении уже 80 лет доказывали наши предыдущие поколения. Екатерина Викторовна, если вернуться уже к событиям этих дней, да, уже к законотворческой деятельности, то над какими проектами сейчас идет работа, какие бы основные, я понимаю, что над многими параллельно наверняка идет процесс, но вот какие основные подметили бы? Вот смотрите, давайте, если мы возьмем и разберем буквально предыдущие несколько недель, то здесь следует выделить 3 основные темы, о которых стоит сказать. Во-первых, наша фракция в Государственной Думе продолжает отстаивать, в первую очередь, опять же, возвращаясь к этой теме, права участников СВО и тех, кто возвращается. И Сергей Михайлович Миронов выступил с инициативой, что бойцы, которые возвращаются с инвалидностями, должны либо освобождаться от кредитных обязательств полностью, либо в той или ином денежном эквиваленте. Почему? Потому что первая группа, вторая группа инвалидности, это очевидно, что эти люди не смогут вернуться на прежнюю работу, с которой они ушли. Они не смогут продолжить службу по контракту в силу здоровья. А кредитные обязательства, которые были взяты ранее,
их необходимо тем или иным образом гасить. И, соответственно, это будет абсолютно справедливо, если эти обязательства будут компенсироваться за счет государства, либо будут, во всяком случае, сниматься с них. Точно так же здесь следует сказать, что большое количество обращений в сфере медицинской помощи для раненых. То есть, соответственно, здесь мы предлагаем ввести сертификаты электронные, которые позволят более качественно это делать. Следует сказать про тему образования. На последнем заседании фракции она поднималась очень остро. Нехватка кадров, учителей. Причем Владимир Владимирович Путин говорит о том, что у нас не хватает учителей. Росстат говорит о том, что у нас достаточное количество учителей. Если мы смотрим в школах, то у нас на самом деле не хватает и предметников, особенно где-то в районах. То есть, соответственно, мы призываем перепроверить данные Росстата и пересчитать еще раз, чтобы иметь все-таки объективную картинку. Для того, чтобы повысить качество образования, в любом случае необходимо повышать материальное довольство педагогов, учителей. То есть оно должно быть на должном уровне. Мы предлагаем ввести оценки за поведение, потому что на самом деле очень много зависит и от того, как сами дети себя ведут в школе. И их сейчас очень сложно тем же самым педагогам привлечь к ответственности. Они ничего не боятся. Если их поведение будет оцениваться, это позволит сохранять в школах дисциплину, это позволит их держать в больших рамках и дать более высокую производительность именно учебного процесса. Опять же, возвращаемся к ОГЭ и ЕГЭ. То есть мы по-прежнему считаем и настаиваем, что эту систему нужно пересматривать, нужно выдавать аттестаты, экзамены. То есть, возможно, здесь изучить опыт и других стран, которые необходимо применить. То есть нужна система образования, которая за 20 лет последний, в любом случае, уровень образования, он упал. Его нужно возвращать. Принят законопроект, предложенный нашей партией, о периоде охлаждения. Что это такое? То есть, когда берутся кредиты, мы здесь говорим в первую очередь о тех схемах, которыми пользуются мошенники и берут там большие и небольшие суммы кредитов переводами, то есть онлайн. Если эта сумма от 50 до 200 тысяч, то период охлаждения должен составить 4 часа. Если сумма более 200 тысяч, то период охлаждения должен составить 48 часов. То есть деньги зачисляться должны не ранее этого периода. Если банк при выдаче кредита или МФО нарушает эти условия, то, соответственно, заемщик освобождается от выплаты. Либо при возбуждении уголовного дела на мошеннические действия, точно так же он освобождается в этом случае от выплаты. Это не коснется ипотеки, аккредитивов, тех кредитов, которые берут с поручителями, с залогами. То есть там, где исключены схемы мошенничества. Мы считаем, что это тоже достаточно важно, потому что большое количество обращений на эту тему поступает. Екатерина Викторовна, если говорить о приеме граждан, которые наверняка ведут все депутаты, да, какие вопросы вот решаются там? Я понимаю, что много вопросов касается именно бойцов, спецопераций, да, родных это сейчас и близких. все-таки большая часть на самом деле. То есть других тех все-таки вот пока нет, да? Нет, другие есть, но вот если оценивать эквивалент, то большая часть это как раз-таки обращения либо бойцы, либо родственники. И здесь как раз-таки вопросы реабилитации, вопросы здоровья, они очень поднимаются. У нас на сегодняшний день ведут прием все депутаты законодательного собрания Курултай. Каждому из них можно записаться на прием. Я веду прием как помощник депутата Государственной Думы. Также у нас на регулярной основе действует Центр защиты прав граждан, который точно так же оказывает бесплатную юридическую помощь. Он может помочь составить заявление, обратиться в суд, дать консультацию. В Центр защиты прав граждан на сегодняшний день вот по наблюдениям большое количество поступает пенсий,
где-то не досчитали, где-то недостаточно установили, то есть перерасчет пенсий, защита прав потребителей, то есть, опять же, те же самые там какие-то кредитные вопросы возникают, навязанные услуги возникают, несвоевременная сдача жилья, уменьшение квадратуры при сдаче, то есть целый ряд абсолютно различных вопросов, с которыми Центр помогает справиться. То есть, если есть какие-то вопросы, всегда можете прийти, обратиться. На сайте всегда есть все контактные телефоны, можно связаться с региональным отделением и записаться на тот прием, который вам необходим. Екатерина Викторовна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали так много интересного, а самое главное о том проекте, который уже стартовал и о котором, наверное, будет раскрыто еще немало неизвестных исторических страниц. Спасибо огромное. Большое. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.